Важнейший для экономики вид деятельности, влияющий на увеличение доходов страны. Сегодня День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Его увековечили в 1999 году. Дата события уникальна для каждого года. В 2025 эта дата 12 октября. Это праздник работников полей и ферм, руководителей и специалистов сельхозпредприятий, ученых, аграриев и многих других. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов поздравил работников агропромышленного комплекса Ингушетии с профессиональным праздником. Труд аграриев – это основа стабильности и благополучия жителей республики. Благодаря вашему упорству и преданности делу, республика обеспечивает себя качественными продуктами, а жители – хлебом, мясом, овощами и молоком, выращенными с любовью к родной земле. Вы работаете в любую погоду, без выходных, вкладывая в свое дело душу, терпение и мастерство. Ваш ежедневный труд заслуживает самого глубокого уважения и признательности. Сегодня особенно важно создавать все условия для развития села, поддержки фермеров и привлечения молодежи в аграрный сектор. От этого зависит продовольственная безопасность и устойчивое будущее нашей республики. Искренне благодарю всех, кто связал свою жизнь с сельским хозяйством. За самоотверженность, верность традициям и вклад в развитие Ингушетии желаю вам здоровья, благополучия, стабильных урожаев и дальнейших успехов во благо нашей родной земли. Проект «Скажи герою спасибо» из Ингушетии стал победителем конкурса президентских грантов. Проект регионального отделения Юнармии вошел в число победителей конкурса на предоставление грантов президента России на развитие гражданского общества, набрав 79 баллов. В следующем году в городе воинской славы Малгобеке состоится масштабный фестиваль патриотической песни «Скажи герою спасибо», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках проекта также пройдут уроки мужества и социальная акция «Голос памяти», направленные на укрепление преемственности поколений и сохранение памяти о подвигах защитников Отечества. На сайте Банка России продолжается всероссийское онлайн-голосование по дизайну новой купюры номиналом 500 рублей. Оно завершится 14 октября. На лицевой стороне будут располагаться достопримечательности Пятигорска, а на обороте объекты регионов СКФО. В число претендентов на размещение на банкноте вошли 3 знаковых объекта Ингушетии: башенные комплексы Иарзи и Вовнушки, а также памятник матери в Магасе. В ЦБ сообщили, что все символы получили одобрение экспертов консультативного совета по банкнотам. Проголосовать за понравившийся объект можно на сайте Центробанка или отсканировать QR-код на вашем экране. Давайте приложим небольшое усилие и увековечим наши достопримечательности. Ингушский дзюдоист Абдуллах Парчиев, став серебряным призером юниорского первенства мира в Перу, поднялся в мировом рейтинге сразу на 18 позиций. Теперь он занимает 7-е место в мире в весовой категории до 66 килограммов. На прошлогодних соревнованиях в той же Лиме он также поднялся на 2-ю ступень пьедестала, но среди кадетов. В спорткомплексе Новочебоксарска проходит турнир по шот-санлату, ингушскому национальному боевому искусству. Соревнования проходят в рамках Всемирных игр национальных видов единоборств и собрали около 100 спортсменов из России, Казахстана, Таджикистана и Азербайджана. Шот-санлат объединяет удары, захваты, блокировки и амплитудные броски, демонстрируя уникальное сочетание гибкости, силы и ловкости. Это боевое искусство разработал Магомед Гирей Сукиев, интегрировав в него элементы традиций и современных единоборств. Турнир не только выявит сильнейших спортсменов, но и подчеркнет уважение к культурному наследию и соперникам. Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Аферисты выманивают у родственников участников СВО коды из СМС для взлома аккаунта на госуслугах под предлогом записи в электронную очередь для получения наград. Отмечается, что злоумышленники звонят родственникам военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, и для убедительности называют их персональные данные. Затем преступники предлагают жертве записаться в онлайн-очередь для получения награды. Для этого они просят назвать код из СМС, который является паролем для входа на портал госуслуг. В МВД настоятельно призвали россиян быть бдительными, не передавать никому никакие данные, сразу прекращать разговор и сообщать в полицию. В России стартовал федеральный контент-хакатон «Креативное поколение». К участию приглашаются все, от новичков до профессионалов, работающих с нейросетями. Участников ждет бесплатное обучение, работа над реальными проектами для топовых партнеров и шанс войти в федеральный ИИ-лейбл. Прием заявок на сайте проекта продлится до 9 декабря.